Почему таджикская власть позволяет себе молчать в этой ситуации? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджиков будут громить, а наша власть ни слова об этом не скажет. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Погранслужба Таджикистана заявила, что в результате разрозненных перестрелок и обстрелов вдоль линии границы между Таджикистаном и Кыргызстаном ранения получили 4 жителей Лахчского района. Кыргызская сторона утверждает, что первыми открыли огонь таджикские военнослужащие в Лахчском районе, где проживают много кыргызов. За последние годы еще ни разу не было вооруженного конфликта между пограничниками двух стран. В заявлении пресс-центра пограничных войск Таджикистана говорится, что 17 сентября в 11:50 вооруженные силы Кыргызской республики проигнорировали условия и требования объявленного прекращения огня и открыли огонь из боевой техники «Град» в Чон-Алайского района Ошской области по домам жителей села Тоджварон сельского джамаата Сайлиабад Лахчского района Республики Таджикистан. В результате обстрела 4 местных жителя получили ранения, разрушено 3 дома. В Центральной районной больнице Лахчского района сказали, что один из пострадавших 12-летний мальчик. Он получил ранение в ногу. Врачи сказали, что необходимую медицинскую помощь уже оказали. Его состояние стабилизировалось, сказали в больнице. Как вы относитесь к тому, что происходят конфликты даже там, где их никогда не было? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как утверждают в погранвойсках Таджикистана, в 14:30 17 сентября состоялась встреча представителей двух пограничных ведомств обоих государств, на которых стороны договорились о прекращении огня и нормализации обстановки. Однако кыргызская сторона вновь не обеспечила выполнение договоренности о прекращении огня и дважды открывала огонь из всех видов тяжелого стрелкового группового оружия и боевой техники «Град» по населенным пунктам Лахчского района. Пограничная служба Кыргызской республики обвинила в нарушении соглашения о прекращении огня таджикских пограничников, сообщив, что они напали на пограничную заставу Карамык. О жертвах и разрушениях не сообщается. Очередной вооруженный конфликт на таджикско-кыргызской границе начался 14 сентября на территории Бабуджан-Гафуровского и Исфаринского районов Сагдийской области и Баткенской области Кыргызстана. С каждой из сторон имеются многочисленные жертвы и раненые. Одним из условий, способствующих возникновению конфликта, является не делимитация и не демаркация линии границы, а также споры между населением по поводу пастбищ, земель и распределения воды. Компетентные органы обоих государств заявляют, что для нормализации обстановки на границе ведутся переговоры и принимаются другие меры. Погранслужба Таджикистана в своем заявлении вечером 17 сентября сообщает, что ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана в этом регионе остается сложной. Как вы еще относитесь к тому, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к своему населению, объяснив, что происходит на границе, и Мамали Рахмон такого же не сделал. А ГКНБ Таджикистана свои обращения публикуют очень поздно, уже после кыргызских. Как вам такая реакция на ситуацию? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.